В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. В эти дни в Якутске пройдет научный форум «Социально-культурная среда» как важнейший фактор сохранения и развития языков. Организаторы форума – Академия наук Якутии, Центр изучения сохранения и развития родных языков Академии наук Якутии при поддержке правительства республики. О целях и задачах форума мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Феодосия Габышева, профессор, руководитель Центра изучения сохранения и развития родных языков Академии наук Республики. Феодосия Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, каковы основные цели и задачи этого форума? Во-первых, хочу сказать, что это очень масштабное мероприятие, проводится под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Приедет ответственный секретарь из Москвы для участия Алимов Александр Сергеевич. Конечно, это при поддержке правительства нашей республики, участвуют наши федеральные вузы и различные структуры, и общественность. В этом отношении надо сказать, что будет обсуждение актуальных проблем, но в целом в мире сейчас очень актуализируется вопрос сохранения многообразия языков. 2022-2032 годы в мире и в Российской Федерации объявлены годами именно языков коренных народов. Поэтому и мы в рамках реализации национального плана по Российской Федерации проводим и это мероприятие. Участников будет очень солидный состав, хочу сказать, потому что это будут известные ученые из Башкортостана, Татарстана, Чеченской Республики, из Бурятии, Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска и других городов и субъектов Российской Федерации. Поэтому интерес очень большой. Почему интерес большой? Потому что у нас именно проводится сбалансированная языковая политика. Но в целом по Российской Федерации сейчас 155 языков, 34 государственных языка, это в том числе язык саха, якутский язык, И у нас есть 5 официальных языков, это эвенский, эвенкийский, долганский, юкагирский и чукотский. Поэтому, в принципе, это интерес большой. И принимают участие это наши на территории Республики Саха-Якутия, это фундаментальный академический институт, институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Северо-Восточный федеральный университет, Артистский государственный институт культуры и искусств, а также нас поддерживают такие фонды, как фонд будущих поколений, фонд Барагары и международная организация «Северный форум». Поэтому, в принципе, можно сказать, что солидный состав и общественность тоже будет очень широко представлена, в том числе наши соотечественники. Ну вот вы уже назвали, одного эксперта именитого. А какие еще эксперты приедут и какая информация будет представлена? Они будут представлены, я сказала, откуда они приедут, Это известные лингвисты, это языковеды, кто непосредственно занимается, это методисты, это философы, это психологи, которые будут комплексно рассматривать эту проблему. Потому что в мире сегодня, по прогнозам, из 7 тысяч языков в этом столетии останется только 40%, Поэтому прогноз он такой, не очень-то хороший, можно сказать, Поэтому сегодня это интерес очень большой. Действительно. А какова роль социокультурной среды в процессе языкового развития? В целом, социокультурная среда – это то, что нас окружает полностью. И в этом отношении ключевая роль социокультурной среды именно в сохранении языков. И в то же время может и способствовать эта среда именно исчезновению языков, Поэтому вот тема, которая обсуждается, она очень актуальная. И рассматриваем эту тему с разных сторон. Это участие государства, какая политика государственная проводится в целом в республике, по Российской Федерации. И как мы понимаем именно те процессы, глобальные процессы, которые происходят в целом в мире, в этом направлении. И, конечно, это то, что
будет рассматриваться и в системе образования, в системе средств массовой информации, да, в системе культуры, бизнеса только, да, тоже, да. Поэтому будет многоаспектный анализ. А какие практические вот результаты вы ожидаете? Ну, мы регионах? должны определить актуальные направления, перспективные направления именно сохранения и развития многообразия языков, разнообразия культур в целом по стране. И, конечно, это в ракурсе нашей республики тоже. Да? В этом отношении это самая главная задача. И мы должны консолидироваться, потому что мы подписали соглашение между национальными академиями наук Башкортостана, Татарстана, Чеченской республики, Республики Саха-Якутия. Поэтому в рамках и плана реализации мероприятий этого соглашения с научной точки зрения должны глубоко анализировать ситуацию сегодняшнюю и определить перспективные темы, актуальные темы для исследования. Да, огромные цели. А как форум может повлиять на общественное сознание в отношении языков малых народов? Ну, в первую очередь, это малые народы, это малочисленные языки, которые требуют особого внимания. В целом, по стране сегодня из 155 языков, которые сегодня включены в реестр Институтом языкознания, 40 языков – это языки коренных малочисленных народов, да? В частности, Сибири и Дальнего Востока. Перед ними стоит задача, чтобы реализовать их права на развитие, на сохранение и вообще статус этих народов. Да? Мы должны сохранить эти языки, потому что они носят традиционные знания, даже в названиях растений, да, богатства и так далее. Да. В принципе, до изучения науки можно именно на основе традиционных знаний какие лекарственные растения, какая местность, ландшафт и так далее, природные изменения, они все есть, сохраняются в языке народов. Поэтому, в принципе, мы должны сохранять языки малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. А какие мероприятия запланированы в рамках форума и как они могут привлечь внимание к языковым вопросам? Будет пленарное заседание, это 27 числа. Будет принимать участие и наш Илдархан, как председатель Совета по языковой политике в Республике Саха-Якутия. Также будут площадки, это круглые столы, открытые лекции, дискуссионные площадки и курсы различные. Очень много мероприятий, которые запланированы в различных институтах и на различных площадках. А каким образом научное сообщество может поддержать инициативу по сохранению языков после завершения уже форума? Это будут докладывать итоги различных исследований, да, которые будут заложены именно для прогнозирования сохранения и развития языков, и культур в частности. Да. В этом отношении то, что проводится фундаментальные исследования академическими институтами, а также прикладные исследования, допустим, какие проблемы есть, да, в частности, по направлениям, они будут определены и будут включены в рекомендации этого научного форума. По итогам еще будет издание и конкретно корректировать планы работы именно по проведению десятилетия языков коренных народов Российской Федерации. Действительно, в последнее время, вот по моим наблюдениям, может, вы со мной согласитесь, у нас в Якутии, особенно в республике, молодежь очень сильно заинтересовалась, изучает языки. Такую тенденцию вы замечаете? Как думаете, какие работы проделываются? Такую тенденцию мы все замечаем, потому что мы проводим это мониторинг. И интерес достаточно большой, потому что идентификация именно народа, да, конкретно отражается в языке. В первую очередь, это, конечно, благодаря новым информационным технологиям, которые сегодня помогают и сохранять, архивировать, и в то же время давать много информации о языках и для обучения, изучения именно языков
Поэтому в этом отношении перспектива достаточно хорошая. И в последнее время молодежь очень интересуется, в первую очередь, это искусственным интеллектом, да, и то, что они задают вопросы, тут же получают информацию. А если там, есть какие-то вопросы именно в изучении, они получают сразу оперативную помощь. Ну что ж, Феодосия Васильевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.